Новогодняя суета, атмосфера праздника и чуда. На главной площади страны 22 декабря состоится официальное открытие главной елки. Но это далеко не все, что ожидает на праздник жителей и гостей республики. Интерактивные игры, фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой, показ новогодних фильмов и музыкальные театрализованные постановки. В зимние праздники для каждого найдется развлечение по душе. Мероприятие называется «Мечтабзила». Я думаю, что это знаковое такое событие для всей нашей страны, поэтому «Мечтабзила» – это хорошее символичное такое название. Здесь состоятся ряд мероприятий. Первое – это выступление детских студий. Концерт будет состоять в основном из творческих коллективов детских. Вот. Также их руководители подарят нашим любителям абхазской музыки номера. По завершении этого мероприятия состоится мероприятие такое, танцевальный круг называется. Наша молодежь очень любит. Со всей страны приедут, уже ведется работа на этот счет. Эдуард Бебия, это внук известного всей стране руководителя ансамбля «Шаратен». Он будет организовывать это под аккомпанемент уже полюбившегося коллектива «Пснофолк». Они будут играть абхазские мелодии, кавказские, убыхские и так далее. Праздничные мероприятия ждут жителей и гостей республики не только в день открытия главной елки страны, но и после. Торжественная программа продлится до начала января. Уже на следующий день начнется программа по всем нашим микрорайонам города, детские интерактивы, выступления аниматоров. Вот. В этом году мы добавили еще 2 микрорайона к имеющимся уже 6. В предыдущем году мы проводили в 6, сейчас уже 8. Добавились микрорайон Депо, и по улице Адыгейской также состоится детская программа новогодняя. Вот. Ну, в новогоднюю ночь здесь, на этой площади, состоится дискотека, а перед ней будет праздничный салют. Вот. В 0:30 начнется празднование уже наступившего Нового года. Не оставят без маленького новогоднего чуда и атмосферы волшебства жители Абхазии и театры. Русдрам представит спектакль «Путешествие в Новый год» по сказке детского писателя Джани Радари. Как рассказал Иракли Хиндба, маленьких зрителей ждет настоящая магия. Абсолютно такая новогодняя зимняя сказка с прекрасными декорациями, с проекциями. У нас сейчас новый проектор, мы можем это себе позволить, с костюмом, естественно. И самое главное, актерские работы. Вся труппа занята. Это по сказке Джани Радари «Путешествие голубой стрелы». Очень известная такая абсолютно новогодняя история. Мы хотим создать для детей ощущение сказки, снега, какого-то, знаете, атмосферы, праздника, атмосферы Нового года, атмосферы зимы. Этот спектакль рассчитан для детей от 3 лет. В принципе, он будет понятен всем, потому что он будет динамичный, музыкальный, абсолютно праздничный спектакль. Премьера спектакля состоится 27 декабря, и вплоть до 5 января ежедневно самые юные зрители смогут попасть в волшебную сказку в стенах Русдрама. Но, по словам Иракля Хиндба, интересная праздничная программа ждет не только детей, но и взрослых. Скажем, 31 декабря в 17 часов в преддверии новогодней ночи мы играем комедию «Примадонны», наш хит, и уже я вижу, что ползала уже продано, то есть есть большой интерес, потому что это будет такая новогодняя версия этого проверенного годами спектакля. И потом, начиная с 4 января, с 19 часов, каждый день будут идти спектакли для взрослых. Вот с 4 января по 15 января каждый день лучшие спектакли нашего репертуара. Афиша обнародована на сайте театра, билеты в продаже на все спектакли. Так что мы, мне кажется, в этом году и в начале следующего года по-настоящему, театральному отпразднуем вместе со зрителями эти прекрасные новогодние праздники.
Новогодняя сказка ожидает зрителей на сцене Абхазского драмтеатра. Режиссер-постановщик Мадина Аргун сделала новогодний подарок. Юные зрители смогут увидеть спектакль «Снегурочка» по пьесе Александра Островского с 25 декабря по 30 декабря дважды в день. Рада Чачава, Рамо Камке, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.